программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики. Сегодня наш гость Владимир Нагорный, председатель Комитета Государственного собрания Республики Башкортостан по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам и руководитель объединенной фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду». Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Мы можем уже подвести некоторые итоги осенней сессии Государственного собрания. Как вы считаете, что было наиболее важным в этом году? Наиболее важным и в этом году, особенно в осеннюю сессию, было то, что мы внесли изменения в Конституцию Республики Башкортостан. Хочу сказать, что сегодня, именно 24 декабря 1993 года, Верховным Советом нашей Республики был утвержден текст, принят текст Конституции Республики Башкортостан. Вот за этот период, прошло 28 лет сегодня, этот документ развивается. В него за этот период было внесено порядка 8 дополнений, поправок. Конечно, основные изменения документ претерпел вот в этом году, поскольку мы провели большую работу для того, чтобы изменить текст Конституции после принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Как вы считаете, какую динамику это придаст в целом? Это очень в новом тексте Конституции очень большое внимание уделяется, во-первых, структуре органов власти. Сейчас введено понятие «публичная власть», чтобы объединить все ветви власти, так сказать, публичную власть. Это первое. Второе, большое значение уделяется социальным вопросам. Было в Конституции записано то, что, допустим, минимальная заработная плата должна быть не менее прожиточного минимума. Введено обязательное индексирование пенсий, социальных пособий, ряд других социальных гарантий. Так что я считаю, что это значительные изменения, направленные на улучшение жизни наших граждан. Какие еще проекты вы можете отметить, которые были рассмотрены? В этом году? В нашем парламенте, в нашем комитете, будем говорить, парламент рассматривает достаточно большое количество вопросов. У нас порядка 25 вопросов мы рассмотрели за осеннюю сессию. Из них можно отметить такие законы, как о внесении изменений о закон о мировых судьях. Работа с мировыми судьями занимает большой раздел нашей работы, поскольку в полномочия Государственного собрания входит избрание мировых судей. Мы в течение осенней сессии рассматриваем кандидатуры, которые вносятся либо впервые на назначение мировых судей, либо по истечении определенного срока. В осенней сессии мы внесли изменения в закон, где определили, что раньше мы судей избирали впервые на 3 года и в последующем на 5 лет. Через 5 лет мы проводили вновь избрание. Сейчас мы привели в соответствии с федеральным законом, и повторно судьи избираются уже без ограничения срока полномочий. И целый ряд других законов. Много внимания мы уделяем административному кодексу республики, потому что постоянно совершенствуется. У нас появляются ситуации, которые не урегулированы законом, и поэтому вносим. В частности, можно сказать, что мы ввели ответственность за реализацию, допустим, несовершеннолетним табачных изделий. Мы ввели ответственность за реализацию, опять же, несовершеннолетним тонизирующих напитков, еще ряд таких ограничений. Там, где мы наказываем предприятия, которые торгуют несовершеннолетним, чтобы предотвратить среди них и преступность уменьшить, и другие правонарушения. Но все-таки вы, наверное, согласитесь, что пандемия коронавируса все еще оказывает влияние на жизнь каждого человека, в том числе и в нашей республике, да? Как вы оцениваете работу законодателей в этой части и насколько оперативно законодатели вносили изменения для того, чтобы все-таки был хороший результат? Я бы все-таки несколько по-другому построил ответ свой на ваш вопрос, поскольку основную роль в регулировании борьбы с коронавирусной инфекцией играют исполнительные органы власти. И у нас здесь, безусловно, указы главы республики определяют все направления деятельности всех органов власти по борьбе с этой коронавирусной инфекцией. Мы, в свою очередь, как депутаты, в качестве контроля, будем говорить, за работой исполнительных органов, дважды или трижды уже заслушивали информацию министра здравоохранения о ситуации с коронавирусной инфекцией. Крайний раз мы такую информацию заслушали недавно на заседании 16 декабря. Нам показалось, что ту информацию, которую он предоставил о работе министерства, всех органов, которые в этой системе задействованы, дают, так сказать, уверенность, что мы в республике с этой
инфекцией, будем говорить, но боремся стабильно. То есть обеспечиваем все необходимые меры для того, чтобы как минимум снизить последствия инфекции, ну и как максимум, так сказать, в конце концов, когда-то ее прекратить. Вот. Мы же, в свою очередь, как законодатели, в 2020 году, когда вошла вторая волна такая значительная, мы внесли 2 изменения в административный кодекс, там, где был пробел законодательный, мы ввели ответственность за нарушение там, и гражданам, и юридическим лицам, за нарушение вот тех правил, которые вводились на тот период, поскольку не было наказания. Вот мы оперативно сработали, в мае месяце прошлого года мы ввели новую статью, 13-19, насколько помню, где ввели ответственность за нарушение. Ну и в поддержку ваших слов отмечу, что вот на последнем заседании в формате «Здравчас», который провел глава Башкортостана Ради Хабиров, он отметил, что таких объемов капитального строительства в сфере здравоохранения в республике не было, и вот как раз в пандемию все равно это оказало тоже существенное влияние. Владимир Александрович, следующий вопрос касается по поводу работы объединенной фракции «Справедливая Россия. Патриоты за правду», которой вы руководите. Да? Расскажите, пожалуйста, как шла работа, на что вы делали акценты, какие проекты у вас уже сделаны и какие еще в планах? Ну, смотрите, начну с того, что эта фракция у нас образовалась в марте этого года. Она образовалась после того, как на федеральном уровне объединились 3 партии. «Справедливая Россия», «Патриоты России» и «За правду». После этого мы провели организационное собрание, и у нас образовалась новая фракция. До этого она у нас была в составе 3 человек. Теперь у нас, ну, даже после проведенных до выборов 8 человек, и мы по численности занимаем 3-е место после «Единой России» и КПРФ. ЛДПР на 1 человек меньше. Вот. Ну, позиция нашей фракции по практически всем вопросам. Перед каждым заседанием госсобрания мы обсуждаем, где считаем, так сказать, можно внести либо какие-то изменения, либо какие-то свои предложения выдвинуть по тем или иным законодательным актам, которые нам предлагаются для рассмотрения. Ну, из наиболее таких значимых, будем говорить, событий, там, где мы не были согласны с общим, так сказать, трендом, но могу назвать, допустим, 2 закона, когда в прошлом году принимали закон, в конце, по-моему, в декабре, принимали закон об ограничении торговли алкоголем в праздничные дни. Наша фракция была против, поскольку считали, что это, наверное, все-таки неправильно и не даст какого-то эффекта. Вот. И сейчас, когда мы, опять же, на 16 декабря рассматривали изменения данного закона, было принято решение большинством, конечно, что надо уменьшить количество часов запрета там, на 20 часа. Смысл, почему на 2, а не полностью отменить, в общем-то, нам внятно никто не объяснил. То есть мы тоже как бы выступали против. Ну, еще из таких значимых проектов, где мы не всегда были не согласны, так сказать, будем говорить, с общей тенденцией, было, безусловно, обсуждение федеральных законов вот, о введении QR-кодов. Там было, хочу напомнить, было 2 законопроекта внесено. Это внесение изменения в санитарно-эпидемиологические законодательства и внесение изменений в закон о транспорте. Вот в первом случае, там, где вводится сам QR-код, или, как я считаю, конечно, QR-код некорректный термин, его надо как-то назвать по-другому, по-нашему, так сказать, по-российски, свидетельство о, не знаю, о вакцинации, еще что-то. Тут мы считаем, что в любом случае каждый из нас уже имеет. Я имею практически с первых дней этот код, и я не вижу, так сказать, никаких препятствий, чтобы его не было. Что касается введения запрета на продажу билетов для проезда на видах транспорта, там же дорожный, авиатранспорт, я считаю, что, ну, наверное, все-таки это либо преждевременно, как минимум, как максимум, говорю, наверное, все-таки не стоит это дело вводить, поскольку тогда мы лишим людей просто передвигаться, лишим определенных прав, поэтому мы против голосовали. Угу. Успеваем обсудить с вами еще один вопрос. Это задача на следующий год. Что главное? А вот после того, как мы внесли изменения в Конституцию Республики Башкортостан, мы должны очень многие законы, которые у нас уже действуют, привести в соответствие уже со своей Конституцией. Мы пока привели в соответствие только 3 закона, в частности, допустим, мы сейчас внесли изменения в закон о том, что мы не согласовываем назначение прокуроров республики, это сейчас преференция Совета Федерации. Вот. Ну и вот таких вот изменений у нас достаточно много, которые мы должны внести во все остальные законы, то есть выстроить вот такую цепочку, чтобы у нас все соответствовало нашей Конституции. Поэтому работы достаточно в этом направлении. И прием граждан? Прием граждан мы проводим все, и причем у нас очень короткий период был, когда мы проводили в
в заочном формате, или там в формате ВКС, или как еще. Мы проводим его очно, ну, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. Ну, вот мы с вами сидим 2 метра, так мы и граждан проводим. Я думаю, что это не препятствует, так сказать, препятствует распространению инфекции, не препятствует общению с людьми. Спасибо большое, Владимир Александрович. Это была программа «Интервью». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.